При всем несовпадении своем в характерах, наклонностях, стремлениях мы все ж близки и родственны в одном. Нам не дает покоя вдохновение. Добрый день, дорогие друзья! Я, Валентина Белова, руководитель литературного общественного объединения «Сурские голоса», хочу пригласить вас в удивительный край, где небо выше, травы зеленей, где воздух чист и родники целебны, где не перевелись еще царевны, что из походов ждут богатырей. Это все о Порецком районе Чувашской республики, где природа настолько волшебна, что не перестает вдохновлять своими красотами поэтов и писателей на творчество. В книге «Литература Поречья», вышедшей в Чебоксарах в 2015 году, кстати, изначально авторским коллективом планировалось выпускать одноименный альманах, представлены около 60 имен писателей, поэтов, литераторов, журналистов и краеведов, внесших определенный вклад в эти литературные жанры. И первым именем мне хотелось бы назвать имя Алексея Николаевича Крылова, великого кораблестроителя с мировым именем. Родился Алексей Николаевич 15 августа 1863 года в деревне Висяга Алатырского уезда Симбирской губернии. Ныне это деревня Крылова Порецкого района Чувашской республики. Автобиографический, мемуарный труд Алексея Николаевича Крылова «Мои воспоминания» является настольной книгой практически в каждом доме Поречья. Книга выдержала уже несколько изданий и продолжает радовать читателя обилием исторической и краеведческой информации, знакомит с главными вехами биографии великого ученого. Одним словом, «Мои воспоминания» читают и отмечают юмор, стиль и слог. Его в Отечестве и в мире почитают, за рамки времени шагнуть ученый смог. Нельзя не назвать в числе первых имена эсперантиста Александра Сахарова и Веру Жаковой, наставником которой был сам Алексей Максимович Горький. По стопам великого земляка пошел и контр-адмирал Михаил Павлович Бочкарев, родом из села Кожевенное Порецкого района, оставивший несколько автобиографических и краеведческих книг, подкупающих читателя ясностью изложения. Это книги «Моя война», «Мои школьные друзья», «Моя жизнь в отставке». Ильина Захарова Валентина Александровна родилась 9 февраля 1947 года в поселке Красноглухово. Профессиональный писатель, автор таких полюбившихся книг, как «Аленкин день», «Корога», «Карусель», «Медовый месяц» и многих других, жива и здравствует по сей день, проживает в городе Анапа. Бережно храню ее письма и надеюсь на долгую дружбу с писательницей, как и с Демидовым Михаилом Михайловичем, уроженцем села Антипенко, автором книг «Заметки об отчей земле», «Полонез для двоих». Сейчас Михаил Демидов проживает в городе Шумерля, Чувашии. Козлов Константин Иванович родился по одним данным в 1919, по другим в 1918 году в деревне Выползово в крестьянской семье, учился в Самаркандском педагогическом училище. В 1938 был репрессирован, освобожден в 1945, в 1946 реабилитирован. Трудился на стройках Сибири и Дальнего Востока, проживал в городе Горно-Алтайск, где работал журналистом, трудился на местном радио. Автор книг
в горах Голубого Алтая, «Шуми, родная тайга», «Мишкина судьба», «Осенняя рапсодия» и многих других. Константин Козлов также стал автором более 20 поэтических сборников. Именно ему принадлежит такая строка, как «Я люблю тебя, люблю до боли, Родина моя». Уже упомянутый мною литературоведческий и краеведческий труд «Литература Поречья» посвящен авторам и произведениям, биографически или творчески связанным с Порецким районом Чувашской республики. Он охватывает период с середины XIX века по 2014 год. Главные задачи этого издания – вернуть в историческую память народа, в культурный оборот имена людей, некогда уже составлявших славу малой Родины и Отечества, но незаслуженно забытых, смытых пеной безвременья, реформ, перестроек. Протянуть ниточку культуры от далекого прошлого, сказаний, песен, пословиц, поговорок, сказок, легенд до дня сегодняшнего и завтрашнего. Напомнить и о славных литературных, народных традициях и о проверенных жизнью ценностях. Укрепить их в сознании ныне живущих людей. Посредством этой работы передать знания, память, духовное богатство последующим поколениям. И еще одна задача книги «Литература Поречья», как литературоведческого и краеведческого труда, было познакомить читателя с авторами-современниками, возможно, с новыми именами в литературе, поддержать творцов-земляков, подпитать и укрепить авторитет литературы как особого пласта культуры, необходимого для здорового общества, подчеркнуть значимость человека, пишущего для России, для русского мира, духовность и культура которого взращивается благодаря русскому языку, вне зависимости от национальности. Только поэзия представлена в сборнике «Литература Поречья» произведениями более 40 авторов. В отличие от баталий и сражений, где ордена медали выдают, не ждет поэт хвалы и награждений, его работу в песнях воспоют. Поэт всегда с народом, окрыленный его надеждой, верой и душой. А люд честной, строкою вдохновленный, совершает ежедневный подвиг свой. Дерзай, поэт, трудись, ты нужен людям. Без песни дела нет, и хлеба нет. Ведь как народ существовать мы будем, покуда воспевает нас поэт. Этими строчками из моей книги «Седьмое чувство», вышедшей в Чебоксарах в 2020 году, мне хотелось бы предварить рассказ о блистательной плеяде поэтов-поречан, прошедших горнило Великой Отечественной войны. Назову некоторые имена. Мишутин Николай Степанович родился в 1921 году в селе Порецкое, чье имя сейчас носит Порецкая детская библиотека, фронтовик, писал в основном для детей, но в его творчестве встречаются и стихи, и проза для взрослых. Примечательно, что его книжки «Пашкин корабль», «Ежик и ёршик», «Как дом в землю ушел», «Почему рыбы стали нарядными» и другие, и ныне переиздаются и востребованы юным читателям. На снимке вы видите еще одного поэта, которого поречане заслуженно признают своим земляком, хоть и родился он в Оренбуржье в 1925 году. Это Грибанов Владимир Иванович, фронтовик. После
Великой Отечественной войны работал в школах Поречья, преподавал иностранный язык, является автором множества литературных сборников. Владимир Грибанов долгое время руководил литературным общественным объединением «Сурские голоса» в Поречье. Его перу принадлежат строчки: «Я ставлю подпись под воззванием за мир и разум на земле. Ношу учительское звание, и мир, как воздух, нужен мне». Как актуально это звучит сегодня. Нельзя не вспомнить о таких поэтах-фронтовиках, как Иван Пеняев, Петр Максимов, Александр Лесин, Андрей Куторкин, Николай Базанов, Александр Ураков и Николай Бусыгин. Именно Николай Иванович Бусыгин, родившийся в 1906 году в Порецком, и организовал литературное общественное объединение «Сурские голоса», которое активно действует и поныне. Николай Бусыгин погиб смертью храбрых в декабре 1942-го под Оржевом. Автор книг «Земля в цвету» и «Счастье». Основал в 1938 году еще деятельное, действующее поныне литературное общественное объединение «Сурские голоса». Только послушайте, как поэтично звучат строки его стихов. «Пред ним по дороге собака бежала, разинув на зное оранжевый рот». А вот как он пишет о Маяковском. «Я раз его слышал. Достаточно этого, чтоб голос его в голове не стихал. А все остальное дано поэтам, как и в манифесте, в его стихах. Тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас». В этих строках сквозит убежденность и категоричность человека той эпохи. Нельзя не сказать о поэтессе Александре Константиновне Дугаевой, которая родилась в 1950 году в селе Семеновское Порецкого района. К сожалению, Саша Дугаева мало прожила на этом свете. Она ушла из жизни в 1982 году, успев оставить после себя 2 книги. Это сборничек стихов «Земная сила» и книжечка «Орел и дрофа», проза. Считаю Александру Константиновну Дугаеву своей наставницей. К сожалению, домик, где жила Александра Дугаева, не сохранился. Сейчас на его месте стоит новая школа. На снимке вы видите фронтовиков-семеновцев, а в центре фотографии мама Александры Константиновны Дугаевой, фронтовичка Александра Петровна Дугаева. Именно ей ее дочь посвятила проникновенные строчки. «Вновь ты уходишь в 41-й год, нелегкую тропой воспоминанием, и вновь перед тобой встает земля нечеловеческих страданий». Каковы же основные темы, затрагиваемые в творчестве наших современников, тех литераторов, которые пишут стихи и прозу сегодня? Безусловно, в числе первых следует назвать тему Великой Отечественной войны. Произведения поэтов-поречан были представлены в республиканском сборнике под названием «Во мне течет героев кровь», который вышел к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войны. На эту же тему пишет
Писатель-поречанин, член Союза профессиональных писателей Чувашской Республики Николай Калентьев. Здесь особенно стоит упомянуть его рассказ «Кража». Валерий Голев в своей повести «Запретный район» тоже затрагивает тему Великой Отечественной войны. На снимке вы видите публикацию в литературном журнале «Сура» номер 2 за 2022 год. Это рассказ «Крымский излом» Валентины Беловой и Валерия Голева. Кстати, рассказ стал дипломантом межрегионального конкурса писателей-маринистов имени Константина Бадигина. Поколенческий мотив важен всегда. Александр Тажин, член нашего литературного объединения, с его циклом рассказов «Желтый», эссе Марины Архиповой, письмо маме Татьяны Шпаревой, книга «Поворот Фор-де-Винт» Валентины Беловой и Валерия Голева. Все эти книги раскрывают эту тему. Писателю важно дать посыл. Старшее поколение – это сложившееся поколение личностей, обладающее опытом и знаниями. Молодежи предстоит еще над этим потрудиться, ибо есть вещи, которые постигаются нами только по достижении определенного возраста. На этом снимке вы видите прототипа новой повести Валентины Беловой и Валерия Голева «Ванифатьевич». На снимке Кудрявцев Вячеслав Ванифатьевич, майор авиации в отставке. К сожалению, его уже нет в живых. Повесть «Ванифатьевич» только что вышла в Чебоксарах. Таким образом, тема наставничества для писателей важна всегда. Еще одна тема, о которой нельзя не сказать, это «Братья наши меньшие». Именно об этом пишет в «Желтом» Александр Тажин, в «Рыжем коте» Валентина Белова, в «Тете Маше» Валерий Голев и другие писатели-поречане. Если не считать любовной лирики, то, пожалуй, природные красоты поречья – это тоже одна из самых распространенных тем, затрагиваемых поэтами и писателями. Природа – это основной источник вдохновения человека пишущего. Нельзя не вспомнить строки из известной когда-то любимой народной песни «Занялась заря расписная, выхожу за околицу я» поречанина Николая Сусленникова, или «Как хороши, как свежие были розы» Ивана Мятлева. На снимке вы видите портрет Ивана Мятлева. И еще раз о природных красотах поречья. Извиваясь в травах, словно змейка, вьется по зеленому ковру речка под названием Суровлейка, потому что воду льет в Суру. Строки Владимира Латорцева. Здесь, у Суры, меня овеял музы ветер. На склоне горы Лобачевской, над синью притихшей Суры, Мень, речушка, травы духмяные, о, яндова ты моя, яндова. И как вывод и итог, чем бы жил я, что любил на свете, если б этой не было земли? Я люблю тебя, люблю до боли, Родина моя. Поистине, великое творчество рождается из великой боли. Как писал классик
Два чувства с детства близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. О, поречье, любуюсь тобою, и люблю, и безмерно горжусь. Я хочу, чтоб с порецкой землею процветала вся светлая Русь. Друзья, в Семеновское в гости приезжайте, старинное российское село. Здесь ивы в отчий кров стучатся, здесь не живут беда и зло. Спасибо.